Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые любители спорта. Вы смотрите еженедельную программу про спорт. Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Зелимхан Бакаев продолжит карьеру в «Локомотиве». Футболист уже подписал контракт с железнодорожниками. Рассчитан он на 2 года. В команде Бакаев будет выступать под 7-м номером. Последним клубом Бакаева был «Зенит», к которому он присоединился 15 июня 2022 года. Осенью 2023 года он был арендован клубом «Аль-Вахда» из Объединенных Арабских Эмиратов. Прошлый сезон Зелимхан отыграл в «Химках». Всего на счету Бакаева 34 матча, 3 гола и 3 результативные передачи в составе «Зенита». Вместе с сине-бело-голубыми он стал двукратным чемпионом России, а также завоевал кубок и 2 суперкубка страны. На счету Бакаева 15 матчей и 2 гола в сборной России. 3 призовых места в спортивной копилке юных гимнастов Ингушетии. На ежегодном турнире имени двукратного призера Олимпийских игр Елены Продуновой, который проходил в Кабардино-Балкарии, наши юные спортсмены завоевали золото, серебро и бронзу. Примечательно, что это были первые выездные соревнования для этих гимнастов. Ребята из Ингушетии выступали по дисциплинам 2-го и 3-го юношеского разрядов. Детям предстояло выполнить упражнения на брусьях, перекладине, кольцах, коне, исполнить опорный прыжок, махи и вольные упражнения. Асадуллах Аздоев привез с соревнований золото, 2-е место у Мухаммада Келигова, почетное 3-е место завоевал Самир Горданов. Результатами своих первых выездных соревнований спортсмены довольны. Продолжают ежедневные тренировки, чтобы в следующем турнире привезти больше золотых медалей. Республиканский турнир по шахматам среди школьников прошел в лицее-центре одаренных детей «Олимп». Он собрал более 40 юных участников из Ингушетии и других регионов. Соревнования проходили по швейцарской системе. Всего 7 туров. Турнир организовал шахматный клуб школы, который вот уже несколько лет успешно развивает этот увлекательный вид спорта среди школьников. Готовились к нему долго. Расписание, регистрация участников, подбор судей, оформление зала. Интерес к этому спорту в регионе возрастает с каждым днем. Самых умных и тактичных наградили медалями, грамотами и ценными призами. В Центре культуры и развития прошло яркое спортивное событие. Торжественная церемония награждения победителей и призеров детских и офисных чемпионатов по футзалу. С ноября по май в республике проходили 2 детских чемпионата по футзалу и 1 среди офисных сотрудников. На финальную церемонию пригласили всех участников, которые достойно проявили себя на площадке. Лучшие команды и игроки получили награды. В офисном чемпионате победу одержали газовики, 2-е место получила команда НТРК, а 3-е – коллектив айтишников «Айсит». На чемпионате СКФО по боксу среди мужчин ингушские спортсмены показали хороший результат и привезли домой 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Золото взял Умар Султыгов, серебро у Хусена Абиева и Хасана Шаухалова. Бронзу завоевал Амирхан Евлоев. С каждым боксером индивидуально работали тренеры, которые составили для них план на бои, благодаря чему команда смогла показать достойный результат. В дальнейшем они готовятся представлять Ингушетию на чемпионате России. Один из призеров чемпионата, Хусейн Абиев, вместе с тренером Мустафой Садакиевым сегодня в нашей студии. Мустафа, Хусейн, ассаламу алейкум. Приветствую вас в студии программы про спорт «Маш Дуалчу». Хусейн, совсем недавно ты принял участие в чемпионате СКФО по боксу. Соревнования проходили в Грозном. Ты отличился там, завоевал серебряную медаль. Расскажи, кто был твоим соперником, оппонентом, сколько поединков было на пути к серебру? На пути к серебру должно было быть 3 поединка. На 3 попался, на 3 боя. Первый не пришел, там на взвешивание опоздал. 2-й тоже дагестанец был, такой жесткий соперник был. Его выиграл. 3-й тоже дагестанец. Ну, самый лучший из них соперник был в финале. То есть на все раунды боксировали вы? Да, все раунды. Оба оппонента были очень жесткие, физически. У него удары были жесткие. Их надо было переигрывать. И еще за счет выносливости тоже. Больше даже за счет выносливости выиграл. А какой тактики вообще ты придерживаешься в ходе поединка, в ходе боев?
Изначально изучаешь в первом раунде соперника, и дальше уже какая-то стратегия появляется? Или же с самого начала как-то по накатанной идет? Изначально изучаю, конечно, по-любому. Дистанции держу. Но даже за день перед боем смотрю их бои, как они боксируют, жесткие или техничные, какие они. Ну, например, мои соперники были более жесткими, такими ударниками. Их надо было переигрывать. С первого раунда дистанцию держать и изучать их. Ну, это, наверное, еще больше сил тебе придает. Да, Мотивацию, наверное. да, Чем лучше соперник, тем лучше ты стараешься Конечно, драться. очень хорошие были соперники. Серебро, ты доволен этим результатом? Ну, планировал золото, конечно, но бой, доволен. Расскажи, как давно ты занимаешься боксом? 8 лет, с 12 лет. Как так получилось? Почему именно бокс? Не знаю, бокс мне по душе, более интересный вид спорта, зрелищный. Спорт джентльменов. Да. Мустафа, как проходили тренировки? Как давно вы готовили Хусейна к этим соревнованиям? Мы готовились, каждый боксер, с ним работали свои тренера индивидуально. То есть никаких сборов не было, мы сами готовились на СКО. У нас, да, в Ингушетии? Да, у нас каждый в своем зале занимался. Мы занимались в Ингушетии. Наш старший тренер Измаил Магомед, мы с ним вместе работаем. Измаил Магомед, мы с ним подготавливались утром и вечером, были готовы. Конечно, мы даже протест подали на этот бой, финальный бой. Там из 5 судей 2 нам отдали. С раздельным решением было там 3-2. Можно было и нам отдать, и им отдать. Так, спорные моменты там были. Но судьи решили так, мы с судьями не спорим. К бою подошли очень грамотно, все сделали, все, что могли. Но соперник оказался чуть-чуть, наверное, лучше, по мнению судей. А так, если наше мнение сейчас, мы выиграли. Но серебро тоже хорошее. Ну да, серебро тоже хорошее. Мы сейчас будем готовиться на чемпионат страны. Это будет 15 августа в Екатеринбурге. Все наши минусы мы уже знаем, где доработать, где нажать чуть-чуть. Работа над ошибками будет? Да, будет, конечно. Мы будем работать над ошибками. С выносливостью у нас все в порядке, чуть-чуть сейчас на дистанцию будем работать. Ну, ведение боя. Да. Тактика ведения боя, наверное. А так еще хотел за ребят тоже сказать, которые там боксировали. Это Умар Султыгов, который стал победителем. Очень хороший парень. Выиграл свой бой уверенно, все судьи отдали единогласно. Хасан Шаухалов, Амирхан Юлоев, да. 2 бронзы это. У нас 2 бронзы, одно бронза, 2 серебра и 1 золото. У нас Шаухалов Хасан 2-м стал. Для нашей республики это очень хороший результат, так как поехало от республики 4 человека, и все 4 стали призерами. Вот как тренер, что касаемо результата Хусейна Абиева, вы довольны? Результатом я недоволен, я доволен нашим проделанной работой. То есть все, что мы сказали, все, что мы планировали, он сделал. То есть нельзя сказать, что это его ошибка из-за того, что он проиграл, и нашей ошибки там тоже не было. Мы все сделали правильно, мы свою задачу выполнили. Судьи решили так. Еще будем поувереннее. Еще задачу усложняет то, что на выезде все это происходит. Да, Если бы это было у нас в республике, он еще молодой, и поэтому в силу этого тоже. А на вечере бокса не уступал, Хусейн? Сейчас, которые будут у нас соревнования, которые ближайшие в республике будут, он там будет боксировать. То есть мы будем и в профессиональном ринге, и в любительском ринге. Мустафа, много воспитанников у вас? У нас? Да. У нас вот в 3 часа у нас занятия, 55-60 человек там бывает в зале. То есть где ваш зал находится? Это Малгобек. Хотел бы сказать, у нас в сентябре будет набор боксеров. И мы разделились с тренером. То есть время у меня будет с 9 до 11 утром и с 7 до 9 вечером. Приходите в зал, занимайтесь боксом. Мустафа, из ваших, за всю историю, с тех пор, как вы тренируете спортсменов, из ваших воспитанников сколько чемпионов на сегодняшний день? Имеется в виду те, кто выступал отлично на соревнованиях, на выездах, золото, серебро, бронза? Есть, конечно. У нас
сейчас, на данный момент, можно я за республику скажу? Да. На данный момент у нас Федерация бокса очень хорошо работает, Башкал Халцан, да, Ясхал. То есть чуть-чуть стараются бюджет, ну, чтобы Федерация бокса был бюджет, они со стороны чуть-чуть, чтобы людей ищут там, чтобы была поддержка какая-то. На данный момент у нас есть, конечно, Хамзат Фаргиев, Мальсагов Хамзат, ребята с Карабулака, с Малгобека, Европу выиграли, мастера спорта сейчас есть. Ну, есть ребята, конечно. У нас результат сейчас хороший на данный момент. До России постараемся еще в Краснодар поехать, там тоже отбор один последний остался. Хусен будет? Да, мы с Хусеном поедем в Краснодар. После Краснодара это уже мы будем тщательно готовиться, это уже на чемпионат страны. Желаю удачи, успехов. Спасибо, Баркал. Спасибо. Ждем тебя с золотой медалью. Баркал Диарясов. Пользуясь случаем, еще хотел бы поблагодарить всех тренеров, кто занимается со своими ребятами. Не ленятся, индивидуальная работа очень важна для спортсмена. Так, это общем, масса Баркал Халт Камерхи, тренера Камерхи, спортсмена, доктор Яхкашей, Болби, Александр, диктор Ходышев. Да, занимайтесь все спортом. Да, занимайтесь спортом. Желательно боксом. Благодарю за интервью. Баркал Диарясов. Интересно. А теперь дайджест российских и мировых спортивных новостей. Итальянский «Интер» одержал победу над японским «Урава Red Diamonds» со счетом 2-1 в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сиэтле. Индиана дома одержала победу над Оклахомой со счетом 108-91 в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Германская «Бавария» и бразильский «Фламенго» стали первыми участниками плей-офф клубного чемпионата мира по футболу. Россиянин Карен Хачинов проиграл представителю Казахстана Александру Бублику в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Команда Бурятии стала победителем всероссийских соревнований среди ветеранов СВО Кубка по волейболу «Сидя. Герой нашего времени». Турнир прошел в Москве. Инклюзивная мотокоманда BN Racing примет участие в международном ралли «Шелковый путь». Российские боксеры победили сборную мира в матчевой встрече в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума. Встреча закончилась со счетом 5-0. Соревнования прошли в формате профессионального бокса в 5 весовых категориях. Российский боец смешанного стиля ММА Тагир Уланбеков победил представителя Казахстана Азата Максума на турнире абсолютного бойцовского чемпионата UFC в Баку. На этом наша программа подошла к концу. Следите за нами в социальных сетях. Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения, не стесняйтесь связаться с нами. Мы ждем вашей обратной связи и готовы быть лучше для вас. Будьте в отличной форме и до встречи в следующем выпуске.